Сгоревшая косметика, вещи, бытовая техника. Арендаторы Сожского рынка подсчитывают ущерб от вчерашнего пожара. Пока говорить о точных цифрах рано, но уже ясно, что он оценивается в миллионы сомов. Всего огнем было уничтожено 118 торговых точек. Общая площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. Арендаторы говорят, спасти удалось немного. Где брать деньги на то, чтобы теперь рассчитаться с долгами, неизвестно. У нас сгорело товара на 600 тысяч сомов. Мы вещи продавали. Это был наш семейный бизнес. Чем теперь кормить семью? Мы не знаем. Это были все наши деньги. У нас больше ничего нет. Когда мы приехали, тут уже все было оцеплено. Пожар был еще далеко, но нас не пустили. Если бы пожарные тушили быстрее, мы бы не пострадали. Очевидцы утверждают, что как минимум половину из сгоревших павильонов можно было бы спасти. Пожарные расчеты, говорят торговцы, приехали поздно. Сам пожар в итоге покрыл такую территорию, что на тушение его ушло почти 9 часов. Мы первыми увидели пожар. Он начался из подвала. Мы начали вызывать пожарных, но они ехали очень долго. Пока они приехали, пока начали тушить огонь. За это время загорелась остальная часть здания. Пожар распространялся очень быстро. Если бы сразу начали тушить, как следует, точки с обратной стороны здания могли бы спасти. Однако в МЧС обвинения в медлительности отрицают. По оперативным сводкам, первый пожарный расчет прибыл на место уже через 5 минут. Часть находится рядом, и машине не пришлось далеко ехать. Однако, когда стало понятно, что одна бригада с возгоранием не справится, было принято решение о привлечении дополнительных сил. Естественно, что это заняло определенное время. Всего было привлечено 12 бригад. Это 10 пожарных расчетов, одна бригада спасателей и один оперативный штаб. Всего 12 бригад. Что касается именно пожара, то он возник примерно... К нам информация поступила в 9:47. Через минуту сразу пожарный расчет выехал. И первый пожарный расчет, он прибыл на место пожара уже в течение 5 минут, так как пожарные расчеты, пожарная часть расположена рядом. Потом оперативный штаб на месте установили масштаб возгорания, и поэтому были дополнительно мобилизированы, дополнительно были привлечены другие бригады. На данный момент проводится именно выяснение причин, из-за чего возник пожар, и также уточняется материальный ущерб. В госэкотехинспекции говорят, в пожаре виноваты сами арендаторы. В преддверии холодов на всех рынках, в том числе и на Волжском, проводится инструктаж предпринимателей. Их уведомляют о том, что нельзя использовать обогреватели, а также рассказывают, что делать при пожаре. Однако все эти установки игнорируются торговцами. Были аномальные холода, на основании чего субъекты предпринимательства применяют электронагревательные приборы. То есть бывают такие моменты, что и кустарного производства, и то есть получается электросеть нагружена очень сильно, и возможно произошел пожар короткого замыкания. Ежегодно в преддверии Нового года, в преддверии праздничных мероприятий выдаются уведомления. Всегда так наша служба выдает уведомления о применении безопасности, правил устройства пожарной безопасности, а также и по установкам или отопительных электронагревательных приборов. И также на основании чего всего этого мы даем же информационные письма РАЯК и МИАТам и Ассоциации рынков предпринимателей. Никаких компенсаций в подобных ситуациях не предусмотрено. В госэкотехинспекции говорят, обычно договора аренды площадей заключаются с условием, что вся ответственность за пожар лежит на съемщике торговой площади. Поэтому и покрывать свои расходы пострадавшим придется за свой счет. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.